Сагадат Кожахметович родился 25 мая 1924 года. В 1942 году в 18 лет был призван в Красную армию и направлен в военное училище в городе Кушка. После окончания училища в апреле 1943 года направлен на фронт. За время войны прошел должности от командира пулеметного взвода до командира стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши. А уже 24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагомбетова, сломив упорное сопротивление противника, ворвался в город Берлин и участвовал в штурме здания рейхсканцелярии Гитлера. Батальон уничтожил сотни гитлеровцев, ликвидировал 9 опорных пунктов и захватил в плен 1560 солдат противника. В апреле 1945 года майор Нурмагомбетов был второй раз представлен к званию Героя Советского Союза, но был награжден орденом Красного Знамени. 23 мая 1994 года указом президента Республики Казахстан генералу армии Сагадату Кожахметовичу было присвоено звание Халық Кахарманы. В ноябре 1995 года Сагадат Кожахметович вышел в отставку и стал советником президента страны. Первый министр обороны, первый Халық Кахарманы, первый генерал армии Республики Казахстан. Всегда и во всем первый. Настоящий человек-легенда. В феврале 1999 года Министерством обороны была открыта республиканская школа Жас-Олан имени генерала армии Нурмагомбетова. Это надо благодарить Назарбаева, президента страны. Почему Жас-Олан возник? Почему кадетский корпус? Он халық bilmейді. Хотя он говорил, был тяжелые годы, когда развалил Советский Союз, многих семьи были недообеспечены семьи, много было сирот. Надо было срочно что-то принимать, их учить, обучать, и взять, государство должно взять было на себя. И он тогда сказал, давайте мы откроем, будем готовить кадры из них. Весенним днем ходили на круг, под этот вальс в краю родном любили подруг, под этот вальс грустили мы, когда подруги нет, под этот вальс 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно,
без объявления войны напала на Советский Союз. Внимание! Говорит Москва. Нас всех срочно собрали и сказали на площадь. Вот перед Акиматом, который сейчас в Акмолинске. Там митинг, война. И началась мобилизация. Вот моего брата пошли на второй день, отправили на фронт, и он погиб где-то в Псковской области. Но мы все рвались на фронт. Все хотели стать на защиту, и что врага надо как можно быстрее разбить, уничтожить и победить. Тогда был патриотизм неимоверный народа. С самого начала войны Сагадат рвался на фронт, но из-за юного возраста военком постоянно отклонял его заявление. Наконец, наступила осень 42-го. В 1942 году меня призвали, не только меня, но и других. Прошел медицинскую комиссию и сказали, подходишь для военного училища. Многих очистили, но несколько нас, ребят, отправили в военное училище. Кушку, это Туркмения, самая южная точка Советского Союза. Тогда не было железной дороги, вот Астана-Чу, не было. Тогда мы ехали Акмолинск, Кокчетау, Петропавловск, Новосибирск, Семипалатинск, Алмата, через Ташкент, там Туркмению и так далее. Началась там приемная комиссия. Приемную комиссию я сдал. Самое главное там было условие знание русского языка и физическое состояние. Здоров ли и знаешь ли язык? Потому что быть офицером как можно не знать русский язык? Учеба, конечно, была напряженная. Мы занимались по 12-14 часов в сутки. Программа была сокращена, она направлена в целом была только для того, чтобы для войны. Многие вопросы теории были исключены, которые сейчас преподносятся. Программа 3 лет мы закончили за 8 месяцев. И из числа успевающих курсантов отобрали еще небольшую группу, куда попал и я. Нас отдельно где-то месяц готовили и отправили на фронт. В апреле 1943 года я уже был на Кубани командиром пулеметного взвода. После Сталинградской битвы в войне наступил долгожданный перелом. В 1943 году Красная Армия готовилась изгнать врага с захваченной им советской земли. Взвод, который я принял, пулеметный взвод, сидит в окопе, кругом грязь, народ пожилой. Я им должен командовать, мальчишка. Каждый пулемет по 4 человека, еще боеприпасы. Они размещались где-то в обороне, мы стояли в то время где-то на расстоянии 4 моих пулемета стояли на метров 500-600 друг от друга в общей сложности. Надо их проверять, обеспечить, укрывать. После боев на Кубани и освобождении Донецка в конце сентября 1943 года Сагадат был назначен командиром пулеметной роты. Прибыл в окоп свой, пригласил своих командиров, товарищей Мензелевский и Назарова. Я говорю, ребят, теперь я ваш командир. Я говорю, Николай Мензелевский, я предлагал тебя, он меня выгнал. Ну а что нам делить тогда было? Мы не стремились к власти, а главная задача была это вот как можно нанести поражение противнику, выполнить боевую задачу. Через какое-то время мне присвоили звание старшего лейтенанта. Это в октябре уже я был старший лейтенант. Потом перебросили нас освобождать Донбасс. И вот полностью прополз с боями всю Украину, начиная от востока до западной границы, до Днестра. Это форсирование крупных рек, как Буг, как Днепр, Буг,
Это очень сложные задачи были там. Затем форсировать Днестра и Молдавии. Помню один из его рассказов, когда он шел с своим подразделением по Украине, говорит, грязные, завшивленные. Зашли в какое-то там село и говорит, ну помыться. Пацан, 18 лет. Там, и я, говорит, нагрели воду это, хохлушка там это, старушка. И я, говорит, посадила меня в корыто и мыла меня в корыте. Отмывала меня от этой грязи и от этих вшей. Как это можно забыть? Вот, это отношение людей, вот эта дружба, которая была. Он никогда там о боевых подвигах не рассказывал, там, о тех событиях, которые там, напрямую связаны, ну, не знаю, там, с жизнью. Там, а вот об этом случае рассказал. Біздің казахтар, вообще, надо сказать, в годы войны и вообще казахстанской дивизии и казах жігіттері показали настоящий героизм. Это надо дать должное. В наш адрес никаких упреков со стороны высшего руководства страны не было. За исключением, сколько нас хвалили. Возьмите газету «Правду». В 1943 году еще писала. Молодцы казахи, воюют хорошо на фронте и работают хорошо в тылу. Это что такое? Это оценка государства? Где бы наши не воевали, они себя показали с хорошей стороны. Несколько дивизий стали гвардейскими. Вот здесь надо особо подчеркнуть, что мы в то время защищали общую родину и в свое время свой Казахстан. Вот это весь путь, его боевой путь отца. Начинал Северный Кавказ. И вот сами представьте, Киев, Горловка, Макеевка. Там же второй номер надо ленту поддерживать. Пулеметчик же, Максим жил, видишь? Аташка разбирал его в течение 7 минут. По большей части я работал в западных регионах республики. И в Алмате был только в самом начале, после института. Года полтора, может, поработал. Естественно, мне не хватало этого общения. Хоть и каждый день звонил домой, где бы ни находился, но очень благодарен, что последние 3 года я был в Алмате. Каждый день мы жили вместе, каждый день проводили очень много времени, и гуляли, и обсуждали новости спорта, политики, культуры. Рад, что это время я был не где-то далеко, а рядом с ним. В начале 1945 года 301-я стрелковая дивизия была переброшена на границу с Польшей. Предстояло форсировать важный рубеж – реку Пилица. Удержали плацдарм, сутки мы там пришлось вести бои, очень трудные бои, подбили несколько танков, самое главное, удержали позицию и дали возможность войскам переправиться. И вот за это мне присвоили звание Героя Советского Союза, указ был 27 февраля 1945 года. После этого меня назначили командиром батальона. Вот только задумайтесь, что такое пройти всю войну в качестве командира взвода и роты. Это по-военному, это две категории, которые самые тратные. Чаще всего из командного состава выбивались командиры взводов и рот до командира батальона. Это то, что гибло в первую очередь. И он же почти всю войну в этом качестве прошел.
Отец мой фронтовик, прошедший войну от Сталинграда до Берлина. Первые годы он был политруком, потом был журналистом во фронтовой газете, в казахской редакции. И вот он рассказывал, как он, когда Сагадат Нурмагомедов получил звание Героя Советского Союза, он поехал и написал о нем, встретился с ним там на фронте. И оказывается, вот мой отец – это первый журналист, который написал о Нурмагомедове. Вот мне было тогда, 20, еще 21 не было. И с этим форсировали уже по всей Германии. За умелое управление батальоном в ходе наступления на Кюстринском рубеже, приведшее к прорыву сложнейшей обороны противника, Нурмагомедов был представлен командованием ко второй звезде Героя Советского Союза. Однако вместо героя вручили орден Красной Звезды. Бои в Берлине, форсировали Шпрей. Шпрей – это бетон. Бои в городе. Берлин – это не Алмата, это сплошные камни там живого места нет. Бетон, бои за каждый дом, штурм зданий, вот Министерство авиации, полицейские управления. Это целый квартал он занимает, несколько этажей. После этого штурм канцелярии Гитлера, и закончила ее войну штурмом канцелярии Гитлера, командуя батальоном. Там, где планировалось нападение на Советский Союз, пришлось нам пригвоздить Гитлера там, одержать победу, водрузить знамя победы над канцелярией Гитлера, и закончилась война. В 1954 году только поженились отец с мамой. Они приехали сюда с молодой женой. Вот там справа озеро же, знаешь, да? Справа озеро. А отец с фронта привез бельгийский браунинг, пистолет. Как любой фронтовик, мама заставила его утопить в озере. Бельгийский браунинг. Вот я, когда пацаном был, нырял, но так и не нашел, конечно. Так и было. Получилось, что попали мы в тот аул, в котором отец родился. К сожалению, от него мало что осталось. Но вот те места, которые он любил безумно. Север, любил свое село. Вот там родовое кладбище села Инбек. Все там захоронены. Вот. Ну, могилу бабушки я не знаю, потому что и папа не знает, где она захоронена, и не можем найти. Но, тем не менее, это родовое гнездо Нурмагомедовых, будем так говорить, поэтому тут уж. Я с Акмолинской области родом. Это Аккульский район, недалеко от Астаны вообще-то. Аккуль. Город называется сейчас. Это 90 километров от Астаны, в сторону Борового. Вырос в ауле, не знал ни одного слова по-русски. Пошел я в русскую школу. Как-то мне удалось освоить русский язык, и 1 и 2 класс я закончил за 1 год. И 2 год я уже начал учиться в 3 классе. Поскольку у меня не было родителей, при школе был интернат, небольшой интернат. Нас было человек 5 или 6,
Мы учились там, летом для школы косили сено, потому что было подсобное хозяйство, там несколько коров, овец, надо кормить зимой, там же холода, а надо готовить сено летом. Проявлял нам заботу, как родные, как отец, такой директор школы Николай Дмитриевич Козлов. Я ему обязан. Закончил я 8 классов там, и потом поехал на курсы клубных работников в Акмолинск в то время. Это в 1941 году, в мае месяце. Когда мы были курсантами, и на втором курсе я впервые увидел генерала-казаха, звание Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта, стройного, красивого. Я завидел, как парень, выросший в ауле, и смотрел. И мне показалось, что он родился где-то, наверное, в городе, что у него родители генералы, наверное, или какие-то большие начальники. И такой детской наивностью, любовью смотря на него, я мечтал быть похожим, стать генералом. Время прошло, создается Средиземский военный округ. Лященко ему сам сказал, хватит ерундой заниматься. Замкомандующего пойдешь. В середине 1979 года из Москвы поступил секретный приказ срочно сформировать дивизию по штату военного времени. Мы догадывались, для чего это сформирована была дивизия наша, и зачем надо было вывозить туда, к афганской границе. Но приказов никаких не было. В декабре 1980 года я уехал первым замом группы войск в Венгрию и уже не участвовал в вводе войск в Афганистан. В декабре 1984-го его часть должна была отправиться в Афганистан. Но в то время двое из Нурмагомедовых, это его дед, находился в Венгрии, а старший брат находился в Германии. Он мог не поехать, но он исполнял свою солдатскую обязанность, свой долг перед Родиной. И когда даже ему сказали, что у тебя дед находится за границей, что он служил, он исполнял свой долг, ты можешь остаться. Тогда он сказал так: нет, я поеду с ребятами, исполню свой долг с честью и вернусь оттуда живым и здоровым. Здесь могила племянника моего, сержанта Нурмагомедова, прикрыл собой товарищей. Мы гордимся всегда фамилией Нурмагомедова, честь он не опозорил. Когда отец был замкомандующего, он говорит, я отвоевал, обойдешься, хватит уже. Он говорит, я не могу по-другому. Вот поэтому это святое место для нас. Все, не отказался, поехал, прибыл, ну и погиб героически. Орден Красной Звезды хранится до сих пор в семье. Вот у сестер чтим, помним. Вот войск в Афганистан – это трагедия. Это никому не нужно было вводить. Все это тревоги, что там оттуда идут американцы, англичане и все прочее. А афганцы сами их не пустили бы. И вот этот бедный народ мучается до сих пор. Свободолюбивый народ. Он не хочет, чтобы кто-то вмешивался и указывал этим афганцам, как жить. Если бы не наше вмешательство, я думаю, чтобы не было бы, сейчас афганский вопрос вообще не поднимался. Фактически мы заложили это. В 1946 году он поступил в академию имени Фрунзе, и вот тогда он, за эти 3,5 года, что он учился в Москве, он стал завсегдатаем театров, то есть вот там, вот оттуда идет его любовь к музыке, ну, к
театру вообще. После окончания Академии Генштаба Нурмагомедов был направлен в Туркестанский военный округ. В Ташкенте он встретил свою судьбу. Познакомились они в Ташкенте в 51 году. 51, да. Году, значит, мама тогда училась, заканчивала, вернее, САГУ, Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте. Ну и друг у него был, Кузнецов, они с фронта еще друзья были. И в оперативное управление попали. Отец после академии приехал. Надо, говорит, тебя знакомиться куда-то, сколько можно уже. Что ты? Сам разберусь. Ну и нашли друг друга. Сыграли свадьбу, скромную свадьбу. Значит, свадьбу сыграли на квартире. Какие там рестораны? На квартире. В октябре 1954 года полковник Нурмагомедов принял командование полком в Алмате, а в августе 1958 был назначен начальником штаба дивизии в Чарджоу. Там я в первый класс пошел. Там шифонер не такой же, знаешь, вот старый такой, дубовый. Взял свастику, нарисовал. Зачем, честное слово, не помню. Вот тогда он меня выпорол. 2 раза в жизни он меня порол, 2 раза. Рукой никогда не трогал. А он с фронта еще привез этот ремень. Если их вот 2 змеи, если одеваешь, получается СС. Вот, поэтому на моем мягком месте сплошная свастика была. Войска Алматинского гарнизона для парада вознаменования 68-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены командующий парадом генерал-лейтенант Нурмагомедов. Из Венгрии Сагадат Нурмагомедов возвратился в Алмату. В июле 1989 года он вышел в отставку по возрасту. Это совпало с расформированием Среднеазиатского военного округа. В Верховном Совете Казахской ССР депутат Нурмагомедов продолжил активную деятельность, возглавив Совет по делам ветеранов, инвалидов и военнослужащих. Когда отправили в отставку, уволили из вооруженных сил, ну еще Советский Союз. Вот. Он пришел в гражданской одежде в клуб вот, с одним своим другом, тоже генералом-отставником. И мне говорит: Паша, а сегодня ты меня в баню пустишь, нет? А то же я же уже теперь не замкомандующим. Он так шутил. Я говорю: а что вы меня бить хотите? Я вас когда-нибудь как замкомандующего, что ли? Он говорит: ну я должен же спросить, может быть, время у тебя сейчас. Посмеялись, пошли, попарились как следует, так как все как положено. Да. 3 захода, да. Попили чайку просто. Он был интеллигентнейший человек. И этим все сказано. И на своих концертах я всегда с радостью видел его в первом ряду, как он аплодировал, как ему было приятно, как его трогало, как ему, видимо, какие-то воспоминания навевали эти песни, которые я пел, военных лет, его молодости, лет его молодости, лет его геройства, его геройского поступка, его начала в военной карьере. Поэтому вот всегда с большой радостью приглашал его на свои концерты, и потом он тоже меня благодарил, мне было это очень приятно.
Его любимый был канал Меца, канал Культура. То есть все новости он смотрел. Очень гордился, когда наши казахстанские певцы или актеры выступали за рубежом и занимали какие-то призовые места, например, на конкурсах или какие-то постановки. Он очень это любил. Любил Курмангазы, вообще любил Домбру очень слушать. Он всегда так прям с удовольствием. Он не играл ни на каких музыкальных инструментах, но всегда любил и народную музыку очень. Вот это вот у него такое осталось. Радиоклассика открылась. Это было нелегко, но в какой-то прекрасный момент она вот 4 года назад зазвучала. 6 утра я как раз летела в аэропорт. Ехала в аэропорт, летела в Армению, там на международный конкурс, и член жюри была. И мне директор радио, я звоню директору радио, говорю, что ой, слышу сигнал, неужели? Я даже не верила своим ушам, неужели теперь будет звучать эта классическая музыка? Такая радостная была. И первый звонок, который я получила, в 6 утра или 6:05 утра, он был от Сагадата Кажахметовича. Жания, говорит, доброе утро, я слышу классическое радио. Спасибо тебе большое. Ты мне продлеваешь жизнь. Эта музыка мне продлевает жизнь. У меня просто чащем так мороз по коже. Это так было прекрасно. Первый человек, который позвонил, в 6 утра, Сагадат Кажахметович. Ол Европа әдебиет, орыс әдебиет, көп оқитын, тіптен мына средневековье Европа әдебиеттерін оқитын. Bir rет meni hayran kaldım. Söylesip oturgan кезде men bilmeydim. Əligizge deyin bilmeyim. Gretsiya mı, İtalya mı, əlde İspanya mı, Sosrednevekovya'nın bir жазушысын ayta бастады. Men ömürde tüpten esitpegen adamım. Это к моему стыду. Вот. А ол соны мен шын айтып отырмын. Вот. Соны. Сосын мынау пенсияға шыққаннан кейін қашан барсам да кітап оқып отырады. Историю Казахстана он мог изучать, то есть все книги, все издания, которые выходили, вот, он всегда читал с удовольствием что-то вот. И говорю, пап, ну ты уже знаешь все, уже вот. Нет, вот вышла новая книга, надо почитать. Может быть, там что-то есть то, что я не знаю. В конце 1991 года Казахстан провозгласил о своей независимости. Сагадат Нурмагомбетов, как опытный военачальник, был приглашен на службу молодой республики. Мен бүкіл өзіміздің қазіргі жастарға айтамын. Біз бақыттымыз. Тіпті бірінші біздің президентіміз сол кісіні тауып, анау ардагерліктен жарықтығынан алып, осында үлкен жүкті мойнына ұсынғанына, алғысын оны қабыл алғанына. Ол біздің бақытымыз деп айтады. Бұны тіке айту керек. Ол біздің бақытымыз. Тіпті ғана жаңғырт қазақ болған емес. Бұл кісінің өзінің адалдығы, өзінің отанын сүйетіні, өзінің батырлығы, кең пейілдігі, адамгершілігі. Осының бір қысқана ғана айтып отырмын, осының үлкен барып бізге өте жақсы болды. Көмек болды өсімізге, өнімізге. Рабочий день у нас начинался с 7:30 и заканчивался в районе 9-10 вечера, в зависимости как бы от объема поступившей там информации, потому что народ действительно шатался, не понимал, что, зачем. И вот со слов Сагадата Кажахметовича, он отказывался от должности министра обороны неоднократно. Это происходило 3 или 4 раза. Вот. Но в итоге он согласился. Известно одно, что с созданием казахстанской армии совершенно не было национальных кадров. К нам в основном ехали или возвращались люди, офицеры, проходящие службу в других округах, независимо от национальности, но казахстанцы. Они потом
стали опорой казахстанской армии. Ну, тот период все стремились в Москву, а мы только до Москвы, только добрались, только квартиру получили, начали нормально жить, как говорится. Дети уже учились там, мы уже институт заканчивали, там устроили, жена работала, я, там, как говорится, все. Вот. И семья отказалась вначале ехать. Председатель комитета обороны сказал так, говорит, если у него ханы казак болса, келсин, қайта-қайта шақыра бермейміз бұнда. Вот. Он нам нужен, пусть сам решает там. Сам-то хотел, но потом пришлось мне перебороть жену, семью настроить. И 2 апреля 1992 года я прилетел сюда и занял должность начальника войск связи. И потом пришлось вот это вот войска связи, как говорят, с нуля. У нас же ничего же не было, с нуля мы строили. 40-я армия подчинялась Туркестанскому военному округу, и многие вещи начали вывозить как бы в Ташкент. И он в первую очередь собрал и сказал, ребята, даже еще не было Министерства обороны, а был комитет вооруженных сил. Вот, он собрал и сказал, ребята, ничего не отдаем. Это имущество вооруженных сил Казахстана, это народа нашего имущества. Все, что было распределено здесь, оно здесь должно оставаться. Очень много было скандалов, очень много было как бы там, ну, непониманий, там, угроз командирам. Но он никого не бросил, он всех поддержал. И в итоге эти командиры с ним и служили. Сохранить личный состав, сохранить вооружение, наладить новые отношения, заново наладить отношения, место достойное занять в этом общем оборонном пространстве СНГ. Вот здесь, наверное, и мудрость нашего президента, и не знаю, что еще, может, как что-то даже сверхъестественное, когда на этот пост министра обороны был назначен Сагадат Кожахметович. Первый визит министра обороны России к нам, и состоялся такой разговор. Сагадат Кожахметович говорит, Павел, самолет надо вернуть. В советское время у командующего округа был Ту-154 самолет. Вот. И при расформировании САВО самолет ушел, я так понял, в Новосибирск. Павел Сергеевич сказал, Сагадат Кожахметович, я обещаю, я верну, все, вернем все. И через некоторое время самолет вернули к нам. То есть уровень общения у него был на дружеских нотах, не было никакого официоза. Огромные ценности были скоплены здесь, материальные. Это касается же, не только, не знаю, там какого-то вооружения или там средств индивидуальной защиты, там как противогаза. Это здание, это земля, которая была государством оформлена за вооруженными силами. Это огромные вообще же богатства. При Сагадат Кожахметовиче я не знаю все. Я ни разу не был свидетелем, где бы он поступился чем-то. А очень серьезные и известные люди обращались. Приватизациядан суыртпақ жоғалмаған, суыртпақ жып қазақша айтқанда. Суыртпақ жоғалмаған. Өте қарапайым тұрады, немере баласы. Университет бітіріп, сосын бизнеспен айналып, сол ақша тауып, сонан Сағадаттың квартирына евро ремонт жасап, жылтыраған мебельдер, кабинетіне кірейшен шкаф жасап кереметтей. Генерал армия министр обороны өзіңе отбасын жөндей алмағанда, мына немере балаң үйіңді жылтыратып, мынандай жағдай жасап беріп отыр деп күледі. Были очень крупные учения у нас, был приглашен президент. После учений порученец приносит 2 коробки. Мол, Володь, надо поставить машину, это вот для дедушки.
Ну, дорога, я скажу, полевая. В коробках начали звенеть, там бутылки и все остальное. Министр спрашивает: Володя, что там? Я говорю, ну вот Игорь Николаевич поставил коробки в багажник. Что за коробки? Я говорю, я не знаю. Остановись. Останавливаюсь. Он: Игорь, неси, что за коробки? Тот показывает в коробке там напитки, там мясо. Он говорит: Игорь, кто это дал? Вот начальник тыла. Он говорит: ты постой, пожалуйста, на дороге, дождись ему, верни все это, а мы поедем. По дороге он мне говорит: Володь, вот первый и последний раз, чтобы ты что-то брал в машину от кого-то. Я еще на кусок мяса зарабатываю. И ни с каких столов, никаких подачек брать не буду. Это было сказано вот раз и все, навсегда. За семьей закреплена была машина, гостевая так называемая машина «Волга». Но хозяйка Лира Сабировна пешком ходила на Зеленый базар, покупала продукты. Практически я ни разу не видел и не слышал, что за ней вышла машина, что куда-то ее повезли. На ассамблее ООН, посвященной 60-летию окончания Второй мировой войны, и он выступал с итогами, он выступал от имени, под флагом Казахстана, но это было все-таки, я считаю, выступление от имени всего Большого Советского Союза, который был. И, естественно, мама не стала 8-го, у нас разница с Америкой. Конечно, мы не могли, не стали ему говорить, что случилось. То есть после того, как он выступил, из посольства ему просто сказали, что нужно позвонить домой. И я ему сказала, что маму положили в больницу, и ты, пожалуйста, прилетай. Ему не говорили, что умерла его жена. Сказали, что надо вылететь домой, что подошло время после выступления, надо лететь. И он с этими пересадками, вот надо же, все так состыковалось, что полчаса в буквальном смысле он успевал на все эти пересадки, успевал. И прилетел, и эту новость узнал в аэропорту. Вот мы стояли вдвоем с его, дочь бывающая, с другом его встречали. Там еще люди какие-то были. Ему этот старый друг сказал эту новость. Посидели немножко в вип-холле там, аэропорта. Посидели, потом он так и по ноге. Я рядом с ним сидел, с правой стороны. Руку положил мне, вдруг говорит: сиди, не сиди, надо жить дальше, пошли. Ну что, мы с Сагадат Кожахметовичем уже переживаем, так сказать, зиму нашей жизни. Весну, лето, осень мы прошли. Я хочу сказать, что вот всю седину его я забираю себе, чтобы он выглядел помоложе, чтобы к нему, так сказать, обращались так. Особенно девушки. Да, я разрешаю. Я даже разрешаю в но он не хочет. Бабушка у нас вообще это совершенно необыкновенный человек. Это таких просто человек с таким терпением, с такой любовью, выдержать все вот эти вот тяготы, да, военной жизни, как бы жены военного. А она всегда говорила, смеялась, говорит, я всю жизнь простояла у окна, всю жизнь сдала она Аташку то с одного, то с учений, то с командировок, то еще с чего-то. Это ее большая заслуга, конечно, в том, что Аташка добился таких высот. Она оказывала ему такую огромную поддержку, какую, как бы, не знаю, наверное, сейчас мало кто сможет оказать такую надежную опору, надежный тыл у него был, очень надежный. Әйелі татар қызы Лира деген дәрігер, о да дәл Сағадаттай аз сөйлейтін, биязы, сыпайы, мәдениетті, ивалы көрген адам болады. Они вместе прожили 53 года, и это был союз действительно родных душой людей, потому что ближе мамы, в общем-то, у него не было не то что родственников, но и друзей, потому что мама была не только его жена и мать его детей, она была ему настоящим другом.
нужно было создавать свои кадры. И здесь он стал именно на этом вопросе главную задачу. Воспитание новых, наших казахстанских военачальников. И поэтому он, несмотря на молодость этих офицеров, на малый опыт их, можно говорить, и мы доверяли молодым парням большие должности. Надо было думать о будущем армии. Как жить только одним днем, это было бы неправильно. Надо было думать о будущем. А что значит о будущем? Это надо было готовить кадры, чтобы они учили высшее образование, имели широкий кругозор, чтобы будущая казахстанская армия соответствовала современным требованиям. И вот, несмотря ни на какие трудности, по договоренности в то время с Генеральным штабом и Министерством обороны Российской Федерации, пришлось направлять в военную академию первых наших слушателей в 1993 году. Хотя мы ощущали, как я уже сказал выше, нехватку кадров. И вот эти офицеры, которые заканчивали где-то 18, 19, 20 лет тому назад, ну а потом, естественно, после этого ежегодно мы направляли, сейчас возглавляет полностью всю систему казахстанской армии. Это была большая нагрузка. Будем говорить, благородный риск. Но на это пошел он. И вот это тяжелое время мы закалялись. Мы росли вместе с трудностью. Но во главе стоял он. Я его еле уговорил дать свое имя проведению турнира по боксу на призы генерала армии Нурмагомедова. Он говорит, да ты что? Я ему говорю, Сагадат Кажакмеч, это первый случай, когда участники соревнований, гости соревнований увидят живого героя, имя которого этому турниру мы сейчас, которого услышит его, несколько слов, которые им скажете в напутствии. Какой эффект был от этого? Его ж там просто, я не знаю, просто разорвали. Скажите, можно сфотографироваться, услышать, побыть рядом с ним, постоять. Какие гости были этого турнира? Олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Баркера. Сколько детей, просто детей пришло, смотрели на него. Но потом он сказал, наверное, правильно, потому что это же не для него. Не для него. Это для нас. Я его еще пригласила в качестве члена жюри на конкурс пианистов. Тогда, в тот год, у нас было такое профессиональное жюри, и было жюри из меломанов таких, любителей музыки, которые очень значимы в своих отраслях. Там у нас был президент компании «Тетрапак», там какой-то генерал армии культурных фондов из Италии, руководитель одной из самых таких известных продюсерских фирм мира, компании мира, это AMG Artist. И тогда я подумала, что с казахстанской стороны должен быть такой вот равновесный член жюри. И я, конечно, не уверена была и совсем даже не надеялась, что Сагадат Кажакмеч согласится, а он взял и согласился. Конечно, он не мог сидеть на всем конкурсе, но он посещал конкурсные прослушивания, и на гала-концерте он сидел в зале, потом он вручал премии нашим победителям. Это просто потрясающе было. И вот на самом деле я, конечно, не могу судить о нем как генерале армии, министре обороны страны, но я понимаю, что он один из самых достойных. Он в своей профессии настоящий такой лидер. Ну и, конечно, вот когда он уже был в таком зрелом возрасте, он превратился просто в достояние нации.
Настоящее национальное достояние без всякого преувеличения. И что я хочу? Чтобы расцветала моя страна. Как я уже сказал, в расцвете страны нужен труд всех без исключения казахстанцев. Поэтому им пожелания здоровья, дружбы, которая создана нами веками. У нас в менталитете казахского народа вообще положено дружеские отношения. Поэтому то, что мы говорим на сегодня, чего мы достигли в экономике, признание всем миром нас, это прежде всего дружба народов, которые проживают в нашей стране. И вот это она должна и дальше укреплять. Еліміздің бір ерен азаматынан айырылдық. Ақырғы деміне дейін Қазақстанның тәуелсіздігін қолдап, істеп жатқан шараларды қолдап жүрген Қазақстанның аяулы азаматы қаза болды. Еске алайық. Характер решает судьбу человека. Сагадат Нурмагомедов, великий батыр казахского народа, остался верен своему долгу и чести. Deriga şirket